В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лола. Здравствуйте. Один из самых сложных районов Абхазии – Гальский. Об актуальных проблемах приграничного с Грузией района. О том, что делается для улучшения его социально-экономического положения и укрепления границы по реке Ингур. Как идет борьба с криминалом. Об этом мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. Абхазия намерена исходить из действующих договоренностей в отношениях с российской компанией «Роснефть», заявил Интерфаксу президент республики Рауль Хаджимба. Чтобы снять опасения в обществе, этот вопрос должен быть детально исследован. Поэтому я попросил парламент создать комиссию по изучению перспектив добычи углеводородов, а не идти по пути принятия закона о запрете геологоразведки и разработки нефти, заявил глава абхазского государства. Пополнились ряды погрануправления ФСБ России в Абхазии. Молодые выпускники военных вузов России приехали в республику, чтобы продолжить службу по охране внешних рубежей Абхазии. 4 августа их представили руководству республики. Пограничники возложили цветы в парке боевой славы и посетили музей. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 августа встретился с ректором театрального института имени Щукина Евгением Князевым и его супругой, заведующей кафедрой искусствоведения Щукинского института профессором Еленой Дунаевой. Из 12 абхазских студентов, обучающихся в этом институте, на второй курс перешли 8 человек. Государственная программа диспансеризации в Абхазии должна пройти в сроки от 6 месяцев до 1 года, в 2 этапа и охватить порядка 70-80% населения страны. График проведения всеобщего медицинского осмотра обсуждался на совещании в Кабинете министров с участием главных врачей Абхазии. Диспансеризация проводится лечебными учреждениями в целях профилактики и своевременного лечения заболеваний. Впервые диспансеризация после войны была проведена в Абхазии в 2012 году при содействии Минздрава России и охватила порядка 30 тысяч человек. По результатам диспансеризации на каждого пациента будет оформлен паспорт здоровья с данными медобследования, а в Минздраве создана единая база данных больных. Методы исследования и график работ в районах и городах пока не определены. 5 августа были подведены итоги арт-фестиваля «Эвкалиптовый ветер Абхазии», который ежегодно организовывает столичный комитет по вопросам молодежи и спорта в рамках проекта «Сухум глазами молодежи». Жюри выбрало победителей в различных номинациях. Гран-при в номинации «Художественное фото» заслужил Зевар Каншау, а в номинации «Изобразительное искусство» гран-при выиграла Аида Аджба. Первое место в той же номинации разделили юные художницы Элана Джопуа и Жанна Матюхина, самые младшие участницы конкурса. Конкурсантам, завоевавшим гран-при, городской комитет по делам молодежи и спорта обещает организовать персональную выставку. 5-й международный фестиваль вокалистов «Дружба без границ» прошел 6 августа в Абхазгосфилармонии. В нем приняли участие артисты из Абхазии, республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Международный фестиваль, ставший уже традиционным, является площадкой для развития культурных и межнациональных связей. В четверг в Министерстве обороны республики обсуждались вопросы разграничения статуса участников боевых действий и участников войны. В собрании приняли участие вице-президент, член комиссии по государственным наградам Виталий Габния, руководство оборонного ведомства, командиры военного периода. По предложению Виталия Габния для упорядочения выдачи наградных листов будет разработан график подачи наградного листа от командиров подразделений. И это будет последняя подача на награждение участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Вице-президент также предложил разграничить понятие «участник боевых действий» и «участник войны». На собрании было утверждено положение о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Принято решение приравнять к участникам войны сотрудников силовых структур, погибших и получивших ранения с 1993 по 2008 годы. Выступившие на заседании высказались за учреждение государственной награды «Медали за победу». Представляться к ней будут все, кто принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии. В списках участников войны числятся более 18 тысяч человек. В результате спецопераций, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Абхазии, был задержан криминальный авторитет, уроженец города Гал Мурман Лиманджава. Его поймали в момент дачи взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Лиманджава водворен в изолятор временного содержания. В эти дни в Абхазии проходят гастроли Санкт-Петербургского драматического театра «Мастерская». В четверг
кинотеатрах зрители увидели одну из лучших постановок этой российской труппы «Старший сын» по пьесе Виктора Вампилова. По словам режиссера театра Екатерины Гороховской, этот спектакль – самая главная постановка их театра. Мастерская «Драматический театр», который открылся в Петербурге в 2010 году. Театр привез в Абхазию еще 3 спектакля. Кроме «Старшего сына», зрители смогут увидеть постановку «Диалоги по поводу американского джаза» и детский спектакль «Бременские музыканты». В результате проведения многочисленных судебных экспертиз был установлен второй фигурант в деле об изнасиловании, а затем убийстве малолетней школьницы Вирджинии Сурменелян. Подозреваемый арестован. Его имя в интересах следствия не разглашается. Напомним, труп 9-летней девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен 2 декабря 2013 года в заброшенном доме по улице Железнодорожный проезд в селе Гуместа Сухумского района. 26 марта 2015 года Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии предъявило обвинение жителю города Сухум Михаилу Буряку. Презентация продукции фирмы «Абхаз-Агростандарт» прошла в пятницу в Сухумском районе. По словам генерального директора фирмы Сейрана Ичмелян, «Абхаз-Агростандарт» существует уже 2 года и занимается тестированием и поставками семян и средств защиты растений. Компания готова предложить абхазским сельхозпроизводителям именно тот семенной материал, который покажет здесь лучшие результаты. Министр сельского хозяйства Тимур Эшба на презентации отметил, что важно сократить применение химии и в почве, и в лечении растений. Это были основные новости недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы «Проблемам в Гальском районе». Гость нашей студии сегодня – исполняющий обязанности главы администрации района Тимур Надарая. Здравствуйте, Тимур Хухутович. Здравствуйте. Давайте вначале, перед тем, как мы приступим к беседе, посмотрим сюжет, который введет нас в тему. Проблем в Гальском районе по-прежнему много. В первую очередь это то, что связано с инфраструктурой, дорожной, энергетической, любой другой. В районе до войны было хорошо развито сельское хозяйство, а сейчас жители в основном зарабатывают на продаже ореха фундука. В год в хозяйствах собирают более 12 тысяч тонн ореха. В администрации Гальского района недавно были подведены итоги работы за первое полугодие. И хотя показатели по некоторым отраслям оказались достаточно высокими, есть и те, кто не справились с плановыми заданиями. А между тем, Гальский район на 2-м по численности населения месте, уступая в этом плане лишь столице. Большая проблема – трудоустроить население, хотя есть те, кто занят на своем приусадебном участке, и те, кому удалось устроиться на бюджетное место. Уровень безработицы в этом районе остается высоким. Исполнение за первое полугодие по местному бюджету составило 112%. И получена дотация из республиканского бюджета в сумме 42 миллиона 773 тысячи рублей. Если брать такую сравнительную картину с первым полугодием 2014 года, то получено на 526,8 тысяч рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года. Гальский район продолжает оставаться самым криминогенным районом Абхазии. За 3 года было похищено 24 человека. Но в результате слаженной работы силовых структур улучшились показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. В течение 3 последних месяцев были задержаны 12 из 18 преступников, ранее находившихся в розыске. Пока все бандгруппы ликвидировать не удалось. Для стабилизации криминогенной ситуации в Гальском районе, помимо работы силовых структур, необходимо поднимать экономику, подчеркнул глава района. В нижней зоне Гальского района многие годы осуществляется незаконный захват общественных земель под посадку ореха. Это привело к резкому сокращению территорий пастбищ, а в перспективе ограничит возможность закладки других традиционных сельскохозяйственных культур. Тимур Надарай отметил, что на следующий год они планируют обратиться в парламент с предложением повысить налоги с частных ореховых плантаций. У района появятся дополнительные доходы и возможность решать многие проблемы, убежден он. В ближайшее время администрация планирует составить 5-летний план социально-экономического развития района. Рената Шакая для событий недели. Тимур Хухутович, вы были назначены главой Гальского района в ноябре прошлого года. Регион вам достался трудный, социально-экономическая ситуация остается сложной. Размеры собственных доходов всего 38 миллионов рублей, район дотационный на 70%. Что удалось изменить при этих сложных условиях в районе и что вы планируете сделать в ближайшей перспективе? Придя в Гальский район, в первую очередь мы начали оценивать ситуацию для того, чтобы понять, каким населением мы имеем дело. Вы знаете, что мы провели опрос. В опросе приняло участие
более 80% населения, около 18 тысяч человек, которые, из них 17 300 заявили о том, что они являются гражданами Грузии. Мы этот опрос проводили не для того, чтобы кого-то выгонять из района или еще что-то, какие-то вещи, которые нам все время хотели навешать, какие-то ярлыки. Мы это проводили для того, чтобы реально понять картину, которая у нас присутствует по гражданству. Если вы прекрасно помните, я надеюсь, что и телезрители наши помнят, первое, что мы сделали, это выявили людей, которые воевали против нас. Они были арестованы, переданы в суд. Решением суда они были выдворены из Абхазии. То есть мы начали борьбу с криминалом. И вы помните тот случай, когда наш подполковник Нерсисян и прапорщик, российский прапорщик, пограничник Удальцов погибли, ликвидируя террористическую группу. Впервые государство применило статью, по которой трупы террористов не были выданы родителям. Если говорить о предыдущих годах, только в селе Баргеб за 3 года выкрали 24 человека, местных жителей, за которых все село собирало выплаты. Уже за 8 месяцев, кроме того случая, о котором я сейчас говорил, ни одного случая, чтобы кто-то кого-то выкрал и просил выплаты. То есть речь идет о слаженной работе правоохранительных органов? Ну и в том числе, и особо хочу поблагодарить службу государственной безопасности, которая проводит очень хорошую работу в районе. Также хочу поблагодарить и российских пограничников. Я высоко оцениваю их работу. Это и корректное отношение к населению, уважение законов Абхазии. И всякие слухи и домыслы, которые говорят, делаются специально, сбрасываются в СМИ для дискредитации российских пограничников, абсолютно не подтверждены. Раз вы заговорили о безопасности, я бы хотела, чтобы вы выразили свою позицию. На ваш взгляд, сколько контрольно-пропускных пунктов должно быть установлено вдоль грузино-абхазской границы и как ведется борьба с контрабандой? Вопрос КПП на границе – это вопрос службы государственной безопасности, погрануправления. Конечно, администрации тоже это касается. Мы имеем свое мнение, и это мнение мы озвучивали во время выборов. Но столкнувшись с реальностью, мы понимаем, что для того, чтобы мы не сделали так, чтобы стало хуже, нам нужно определенное время для того, чтобы уменьшить количество контрольно-пропускных пунктов, а это связано с состоянием дорожной инфраструктуры. Мы можем получить ситуацию, сейчас закрыв резко эти пункты, когда люди, скажем, в массовом порядке начнут нарушать государственную границу. Для того, чтобы это не случилось, президентом была поставлена задача улучшить дорожную инфраструктуру. Под это были выделены 150 миллионов рублей из помощи, которая представляла Российская Федерация. Проведены все мероприятия по и дефектный акт, и проект создан для того, чтобы как только поступят деньги, там начнется ремонт этой дороги. Почему государственная граница не закрыта? Я задавал себе вопрос. Вообще мы имеем много примеров. Это Армения, Турция, Азербайджан и Армения, где 100 лет после геноцида граница закрыта, и никто туда не переходит. Но в нашей ситуации, потому что очень много родственников жителей Гальского района находятся на той стороне. Сын, мать, отец, дочь. И они, на самом деле, есть реальная необходимость, чтобы они посещали друг друга. Это люди болеют, люди старые. И эти люди, которые не замешаны в войне, для них этот переход как бы в целях вот таких гуманитарных целях открыт. Разговоры о том, что там переходят фуры из Грузии. Разговоры о том, что в таком количестве большом идут, не соответствуют действительности. Обычно это сейчас так происходит или это было происходило раньше, и раньше сократился тоже. Потом? Не. Это и происходило и раньше. Могут с той стороны подъехать какие-то машины с продуктами,
которые на той стороне выгружаются, ложатся на тачки такие, и потихоньку, тихо-тихо это все переводится в абхазскую сторону. Я хочу... Это контрабанда? Это фактически, да, это контрабанда. Как боретесь с этим? С этим борются специальные органы, это и в таможенной службе есть отдел контрабанды, и среди пограничников есть специальные службы, которые с этим борются. Администрация напрямую с этим не борется, это структуры, которые подчиняются напрямую Сухому. Но мы докладываем о ситуации, которая на границе, мы говорим, что там есть такие-то процессы. Был указ еще президента Багапича о запрещении торговли. И вот в этом указе определена была такая квота, как бы сказать, это 50 килограмм на человека, который может житель Гала перевести через границу в обе стороны. Вот если мы будем смотреть фактически, этот закон как бы сильно не нарушается. Вот 50 килограммов того же ореха он перевозит в Грузию. Мешок этого ореха один человек перевозит. Но количество переходов этого человека через границу может составлять в десятки. Это то же самое, что было у нас на Псов во время блокады. Все мы это прекрасно помним. Мы обратились к правительству, премьер-министру с тем, чтобы ввести пошлину на вывоз ореха более 2 килограмм. Это не торговля с Грузией, это не узаконивание контрабанды, это внутреннее решение абхазской стороны. Какой-то товар, который производится на территории Абхазии, абхазская сторона решает, что его вывоз там надо обложить пошлиной. Орех-фундук собирают в промышленном масштабе. Это, если я не ошибаюсь, 15 тысяч тонн в сезон. 15-12. Вы понимаете, как раз... Но большая часть уходит в Грузию через госграницу, насколько это правильно. При этом ни копейки не поступает в республиканский бюджет. Как вы с этим собираетесь бороться? Я вам скажу, что насчет ни копейки не поступает, это неправильно, потому что люди платят налог и аренду за те гектары, на которых они выращивают этот орех. То есть те налоги, которые поступают, они недостаточны. Они абсолютно недостаточны. И наши законодатели, я надеюсь, что будут изучать этот вопрос и будут вносить изменения. Парламентарий должен определиться. Человек, который сверхприусадебного участка, за приусадебные участки 0,25 не идет речь. Речь идет о том, что человек взял гектар, 2 гектара земли сверхприусадебного участка. Если он там сажает однолетнюю культуру, кукурузу, для того, чтобы там подложенный корм скоту своему, это одно дело. Но если он там сажает многолетнюю культуру, тот же орех-фундук, у него 2 гектара, у него 3 гектара земли, у него 5 гектаров, законодатель не определяет, он кто, он коммерсант, индивидуальный предприниматель, который, или это человек просто посадил там, и заплатил только налог на землю. В данном случае у нас сегодня платится только налог на землю. Это 2200 рублей с гектара. Но я хочу обратить внимание, почему мы заговорили об этом орехе-фундуке. Потому что цена на орех, мировая цена, выросла в 4-5 раз. Это своеобразные сверхдоходы. И, естественно, государство должно получить свою долю от этих сверхдоходов. Гектар хорошего ореха дает 1,5 тонны. 1,5 тонны ореха сегодня стоит, где-то будет стоить 300 рублей, это 500 тысяч рублей. Но 10%, сняв эти расходы, которые он понес, 10% государство должно получить. И тогда бюджет Гальского района, по нашим подсчетам, не эти там 36 миллионов, а все 300 миллионов. Помимо ореха-фундука, какие еще резервы есть у Гальского района для пополнения бюджета? Мы должны наладить переработку сельхозпродукции. Вы планируете строить завод? Создание консервных заводов, создание других промышленных предприятий, которые нацелены на переработку сельхозпродукции, которая у нас есть. К сожалению, с мандаринами у нас дела обстоят плохо. Хотя мы сейчас приняли все меры для возрождения этого хозяйства. У нас есть инвестор,
который планирует, взяв в аренду один из бывших совхозов, в течение 5 лет около 100 тысяч насаждений, новых насаждений, потому что фактически мы все эти годы только получали и не вкладывали в эти хозяйства. Сколько в сезон район собирает цитрусовых? 1500 тонн – это максимум. Из них половина дает вот этот совхоз, бывший совхоз Махунджара. Мы надеемся, что в прошлом году около 300 тонн дал, но в этом году там ведутся работы. И мы надеемся, что он даст около 700 тонн. А у нас бюджет 170, из них 140 – это дотация из центра, 30 миллионов наши, но эти 36 миллионов, которые наши, они формируются, большая часть из тех денег, из дотаций, когда подоходный. Реально мы собираем 12 миллионов, это чисто наши деньги. Так с этим мириться невозможно. Вы как только пришли руководить районом, вы сразу распорядились создать комиссию по инвентаризации, для того, чтобы знать, сколько у вас пассивных площадей и плантаций. Вот мы создали по поручению президента. Президент поставил нам такую задачу. На каком этапе мы где-то можем сказать, что около 50% работы сделали. Я думаю, что к концу года мы получим уже реальные цифры, потому что это очень трудоемкая работа. Вот на инвентаризацию у нас в бюджете заложено было там 300 с чем-то тысяч рублей. Вот только инвентаризация в одном селе Пчара дала в 3 раза больше, чем было заложено на инвентаризацию. Более того, я вам скажу, что более 20% земель, чтобы у зрителей была картина ясная, 20% этого ореха владеют люди, которые вообще живут за пределами Абхазии. То есть эти люди, которые ушли, 20 лет не возвращаются, находятся на территории Грузии. Они звонят своему соседу и говорят: возьмите, пожалуйста, наш участок, смотрите за ним, выращивайте, а потом вы с нами поделитесь пополам. А когда надо платить налог, они говорят: это не наш участок. То есть требуется переоформление участков? Естественно. Мы эти все участки бесхозных домов решением суда будем передавать на фонд администрации сел. В следующем году, если мы 6 миллионов собирали налог на землю, да, мы увеличим в 2 раза. Мы будем собирать 12 миллионов. И это абсолютно не повышая никаких налогов. Просто мы увеличили вот эту базу налогов. То есть за счет инвентаризации мы выявили то количество земель, за которые теперь надо платить. Другая актуальная проблема района – это паспортизация. Вы уже вскользь выше упомянули о том, что был проведен опрос среди местных жителей о наличии у них грузинского гражданства. Это ваша личная инициатива была. Скоро начнется новая паспортизация. Какие документы будут выдаваться гальцам? Вы знаете, как решение о том, какие будут выдаваться документы гальцам, будет принимать парламент. Мы все ждем закона о статусе иностранного гражданина. Все прекрасно понимаем, что большинство населения – это граждане Грузии. И никакой трагедии в этом мы не видим. Вот эти вот разговоры о том, что теперь Грузия получит право, раз столько граждан живет в Абхазии, ввести войска. Знаете, это просто развод населения. Грузия считает всех нас своими гражданами. От псов до ингура. Если Грузия будет говорить, что только гальцы ее граждане, а остальные ее не, она косвенно признает независимость Абхазии, это государство. Некоторые наши политики с приставкой «экс», рассуждая о том, что вот в Кальском районе... В приграничном районе будут проживать не граждане Грузии. Не граждане Грузии, они там... Которые спокойно смогут... Будут пользоваться там какими-то социальными благами Грузии. Ну и что? Ну и что? Или там будут служить в армии грузинской. Ну, во-первых, мы предлагаем, я говорил со спикером, мы предлагаем прохождение для них не армейской службы, а такой альтернативной службы для неграждан, которые постоянно проживают на территории Абхазии. То есть эти люди призываются для прохождения такой повинности, не службы в армии. Вот при балтийских странах, например, призывают неграждан. Что они там делают? Они с утра встают, завтрак у них, да?
вооружения там у них нету, оружия там у них, их не обучают военному делу, но их обучают, там, скажем, латышскому языку, латышской литературе. А где они будут нести эту повинность? На территории Гальского района? Почему и Гальского района, на территории Абхазии могут нести повинность. И будут с утра проходить абхазский язык, абхазскую литературу, абхазскую историю Абхазии. Это просто предложение наше, это видение. И мы не будем тогда получать людей, которые одновременно служили в абхазской и в грузинской армии. У нас такие факты есть. Люди служили там, сбежали с грузинской армии, они и здесь на призыве были. Во-первых, мы будем контролировать этих людей там, с 18 до 27 лет. Где они находятся, на учебе, в армии, на службе. Мы информацию служба государственной безопасности не может получить. Те, которые пошли специально служить в грузинскую армию на той стороне, ну, к ним, наверное, будут тоже какие-то адекватные меры приниматься. Давайте теперь поговорим об образовании. В гальских школах обучение ведется на грузинском языке и по учебникам, изданным в Грузии. В этих учебниках можно встретить грузинскую государственную символику, это гимн и флаг. Скоро начнется новый учебный процесс. По каким образовательным программам будут обучаться дети в гальских школах? По образовательной программе Министерства образования Абхазии будут обучаться. Вот сейчас на базе колледжа идет работа с преподавателями. Я вчера связывался между прочим, начальником отдела Кантария Бесланом Замировичем, и он говорит, что мы даже не ожидали, что у нас будут такие успехи, что за такой короткий период в плане переквалификации учителей мы получим такие хорошие результаты. В неделю 3 раза учителя с этих нижних зон, учителя начальных классов приезжают в ГАЛ. Министерство образования это держит на контроле. Мы стараемся этому помогать и держать тоже на контроле. Мы с 1 сентября, ну не позднее 1 октября, перейдем во всех школах Гальского района на то, чтобы преподавание велось по программе Министерства образования. Это большой успех у нас. Это успех для местного населения. Потому что местное население сегодня, зная только грузинский язык, она не находит. Дети растут, они уезжают в Грузию. Когда мы говорили о Гальском районе, нам говорили, приходите в первую школу, в городские школы, где ситуация была хорошая. А про эти вещи в нижней зоне просто замалчивались. Об этом, короче, не говорилось. Да, там есть какие-то, да, там не проблемы. Там ужасающее состояние было. Там фактически преподавалась идеология, которая чуждая нашей стране. И за это мы платили еще учителям деньги. Ситуацию мы будем в этом плане менять. И мы намного патриотичнее и демократичнее выглядим в лице международной собственности. Мы говорим, мы не запрещаем им родной язык. Это просто глупо. Абхазский народ, который пережил все то, что было в 30-х годах, и который никогда не будет вести политику запрещения какого-то языка, что на нем нельзя разговаривать. Мы не запрещаем. Вот, пожалуйста, там 1-я школа, 2-я школа городские. Там программа Министерства образования Абхазии. Там дети знают и грузинский язык, и мигрельский язык знают, и русский язык хорошо знают. И слава богу, там уже в этих школах и есть ученики, которые начинают неплохо и на абхазском говорить. Потому что там у нас есть учителя абхазского языка, большие патриоты, я преклоняюсь перед ним, которые ведут работу. Какое количество учителей приезжает из других районов республики для того, чтобы обучать гальских детей? Более 28, я сейчас не помню, учителей абхазского языка, которые во многих школах Гальского района. Но это еще столько же нам нужно. Там, где дорожная инфраструктура развита, там, где могут приехать более-менее, это там села Хияцха, вот Чебурхенец, там другие, там как бы мы набираем учителей. А в нижней зоне, куда невозможно, по 2 часа, по 3 часа в дороге находишься, всего, что проехать 20 километров. Вы же говорили о том, что выделены деньги на строительство дорог. Вот эта сумма на что хватит? 150 миллионов рублей, которые российская сторона выделила для того, чтобы мы в Гальском районе... Сколько километров дорог удастся на положить ремонт на эти 25 деньги? километров. Мы дали экономическое, стратегическое и военно-политическое обоснование необходимости строительства дороги Хияцха-Пчара. Это села нижней зоны, вот где я говорил, что
главы администрации через Грузию переходят, чтобы на совещание прийти. Со строительством дорог мы там решим очень многие вопросы. Это вопросы и оперативности работы правоохранительных органов, и вопросы оперативности работы социальных других служб, той же медицинской помощи. Президент нам оказывает всестороннюю помощь, он по любому вопросу, по Гальскому району, он реагирует мгновенно. Я думаю, что ситуацию мы изменим, если мы сможем ввести такие изменения. Да, это не популярные меры, но это необходимые меры. В инвестпрограмме какая сумма предусмотрена на помощь, для помощи Гальского района? В инвестпрограмме заложено там повышение заработной платы учителям, которую мы, к сожалению, не дождались, 30% врачам. Мы из тех своих, что мы получили доходы, это 1 700 000, которые мы смогли выплатить сотрудникам администрации 70% повышение. И мы смогли выплатить 50% повышение главам администрации сел. Но наших это своими силами мы сделали. По инвестпрограмме у нас строительство дороги, реабилитация водопроводной сети там на 37 миллионов и подвалы домов там на сумме до 10 миллионов. Но по этим направлениям мы не получили денег. Но мы не стоим от того, что мы не получили. Мы находим, изыскиваем средства, проводим ремонты. Конечно, такие масштабные мы не можем. Приходится, к сожалению, констатировать, что за 20 лет после военного развития Абхазии так и не удалось выстроить грамотную политику в отношении Гальского района. На ваш взгляд, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы интегрировать гальцев в абхазское пространство? Естественно, мы должны сделать так, что Гальский район экономически было выгоднее сотрудничать с остальной Абхазией. Это экономическая интеграция в первую очередь. Когда людям будет выгоднее торговать не с Грузией, а выгоднее будет торговать не переходя границу, а внутри страны, и это будет им выгодно, они, естественно, повернутся к нам лицом. А далее мы прекрасно понимаем, что есть среди гальцев население, которое имеет исторические абхазские корни. И должна быть специальная программа государства, которая будет делать все для того, чтобы эти люди могли с течением времени, если не они, так их дети, вернуться к своим историческим корням. Но это не должно ничего проходить, знаете, как какими-то там силовыми методами или там это должно к людям само понимание приходить. И это есть понимание. Есть люди, которые хотят находиться именно в образовательной системе абхазского государства, поступать в Абхазский государственный университет, хорошо знать абхазский и русский языки. И мы им стараемся помогать. Но мы должны каких-то большей заинтересованности и больше вкладывать в то, чтобы люди повернулись к Абхазии не как на мачеху смотрели, а как на родную мать. То, что российские пограничники появились там, и граница становится с каждым годом все более похожа на государственную границу, и мы предпринимаем тоже меры, естественно, эту ситуацию будет улучшать. Они сегодня спокойно работают, они во всякие политические процессы вовлечены меньше, где всегда они будут крайними. Всегда они будут крайними. И сегодня то, что они из-за того, что был нарушен закон о гражданстве, сегодня они не имеют политических прав в связи с тем, что являются гражданами еще Грузии, но проживая здесь, они живут более спокойнее. Грузия уже не заинтересована в том, чтобы проводить постоянную пропагандистскую работу с населением, потому что они не будут влиять на выборы в Абхазии, на президентские и парламентские. Те 280 человек, которые у нас подтвердили гражданство на территории Гальского района, они, будут иметь право участвовать в выборах. Остальное население не участвует
выборах президента и парламента. Будем надеяться, что социально-экономическая ситуация в Гальском районе будет улучшаться. Это почувствует каждый житель Гальского района. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, Леда. Абзераз, Таубидудзин. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был исполняющий обязанности главы администрации Гальского района Тимур Надарая. Мы продолжаем выпуск. Ровно 7 лет назад началась война в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года грузинская артиллерия нанесла по Цхинвалу первый удар, а потом в город вошли танки и пехота. Удару подверглись мирные жители и российские миротворцы. 8 августа российское руководство приняло решение остановить кровопролитие и начать операцию по принуждению Грузии к миру. Она завершилась 12 августа, а 26 августа Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Памятные мероприятия в память о жертвах грузинской агрессии прошли в посольстве Южной Осетии в Абхазии. В них приняли участие руководство страны, депутаты парламента, члены правительства. Посол России в Абхазии Семен Григорьев. Все подробности в репортаже Нисфы Аршба. Памятное мероприятие началось с минуты молчания. Участники встречи почтили память погибших в те страшные дни войны. Благодаря мужеству и стойкости осетинского народа, российских миротворцев, враг получил достойный, адекватный ответ, отметил в своей речи чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бациев. В контактных городских уличных боях только благодаря мужеству и самоотверженности защитников Отечества, цхинвальцев, город держался. История войны в Южной Осетии известна по минутам. С тех пор прошло 7 лет. Но раны, нанесенные войной, пока еще свежи. В дни траурных мероприятий, посвященных пятидневной войне, вспоминается страшная хроника событий. Если бы Россия в те дни не оказала помощь, Цхинвал был бы стерт с лица земли. Очень много сегодня можно говорить о тех событиях, которые произошли за эти 5 дней. Люди не могли похоронить своих погибших. Кто-то хоронил в огородах, чьи-то близкие находились на улицах Цхинвала. Но, тем не менее, Республика Южная Осетия была спасена, и в республике начались восстановительные процессы. Эта помощь со стороны России, продолжил он, оказывается и сегодня. Проделана огромная работа по восстановлению республики, которая была разрушена в ходе пятидневной войны. Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто достойно встретил войска агрессора. Это были тяжелейшие дни и ночи, когда на глазах всего мирового сообщества стоял вопрос, быть или не быть народу Южной Осетии, сказал Рауль Хаджимба. Нам следует помнить тех людей, которые пали жертвами этой войны. Вечная память тем, кто сложил головы во время этой войны. И я надеюсь на то, что у нас впереди очень много славных дел во имя наших людей, во имя наших стран. С тех пор прошло 7 лет. Это время подтвердило, что 8 августа 2008 года принципиально изменило историческую судьбу Южной Осетии и Абхазии. Сегодня руководители России подтверждают, что в августе 2008 года Российская Федерация сделала единственный правильный выбор – выбор поддержки Южной Осетии и Абхазии. Сегодня главное, для чего мы собрались, это почтить память тех, кто отдал свои жизни в той короткой, но очень кровопролитной и определившей будущее развитие не только стран региона, но и всего мира войне. Сегодня Южная Осетия – самостоятельное, демократическое правовое государство, развивающееся стремительными темпами. Республике присущи все проблемы, характерные для молодого государства. 3 грузинские агрессии за неполные 20 лет не могли не иметь последствий. 20 лет в Южной Осетии народ жил либо в условиях войны, либо в постоянном ожидании очередного нападения со стороны Грузии. А с августа 2008-го, после признания Южной Осетии Российской Федерации, жизнь кардинально изменилась. Люди перестали опасаться за завтрашний день. Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.
Президент Рауль Хаджимба направил телеграмму президенту Южной Осетии Леониду Тебилову по случаю 7-й годовщины начала вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии. В телеграмме в частности говорится: благодаря мужеству народа Южной Осетии и решительным шагам руководства России бесчеловечные планы властей Грузии, направленные на геноцид осетинского народа, были разрушены. В результате этих событий Южная Осетия и Абхазия обрели признание со стороны России. Наш народ навсегда сохранит благодарность братскому народу Южной Осетии, который ценой невосполнимых потерь позволил открыть новую страницу в нашей истории. Слова сочувствия и поддержки выразил в письме к председателю парламента Южной Осетии Анатолию Бибилову и спикер Народного собрания Абхазии Валерий Бганба. От имени парламента Абхазии он пожелал жителям Южной Осетии мира и процветания. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе. До свидания.